Ежедневно в Минздрав Абхазии поступает информация о состоянии здоровья эвакуированных пациентов, получающих высокотехнологичную помощь в клиниках России. Из 6 пациентов 2 – это дети. Девочка 7 лет была направлена в Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца. Еще одна девочка 14 лет, страдающая редким заболеванием, госпитализирована в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Эдуард Будба подчеркнул, что маленьким пациенткам была оказана необходимая помощь. Пациент, который был направлен в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца со сложным диагнозом анафтальм и амблиопия высокой степени, органическое поражение зрительного анализатора на уровне проводящей системы, также был проконсультирован, все необходимое медицинское лечение он получил, вернулся на родину, все с ним, слава богу, хорошо. И второй пациент, который с муковисцидозом, значит, ребеночек также получил комплексное лечение, находится под профильным наблюдением как российских коллег, в данном случае и абхазских коллег. В Москву на лечение спецбортом направлены и 4 взрослых. 2 из них получают лечение в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени Бурденко. Это пациенты с сосудистым новообразованием головного мозга и заболеванием позвоночника. Один взрослый пациент, пострадавший в ДТП с множественными травмами, госпитализирован в Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова. Еще один пациент пройдет лечение тяжелого заболевания кожи и подкожной клетчатки в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского. Пациент, значит, с тяжелой сочетанной травмой, закрытой черепно-мозговой травмой, с переломом височной кости обеих сторон, тупая травма грудной клетки со скелетной травмой, находится в Москве на стационарном лечении в НИИ имени Пирогова, получает весь спектр необходимой медицинской помощи. Но учитывая то, что была автотравма, больной, насколько я помню, он пешеход, его сбил автомобиль, у него, еще раз повторяюсь, тяжелая сочетанная травма, большой объем поражения именно скелетной травмы, черепно-мозговая травма. Поэтому бортом МЧС он доставлен в профильное медицинское учреждение Российской Федерации, находится на данный момент на лечении, весь комплекс мероприятий получает. И 4-й пациент – это пациент, который находится в НИИ Вишневского с пролежневой болезнью, с большими нарушениями, значит, кожных покровов. Неоднократно он консультирован в разных клиниках, в том числе и за пределами Республики Абхазия. Весь комплекс мероприятий был проведен, но, к сожалению, без такого эффекта, который вот мог бы ему помочь. У него ряд еще сопутствующих заболеваний. Поэтому этот пациент сейчас находится в НИИ Вишневского. Этот процесс длительного лечения. Следует отметить, что помощь врачей и специалистов в таких центрах играет огромную роль в жизни пациентов, предоставляя им необходимое лечение и поддержку. Важно, чтобы каждый человек, независимо от возраста и диагноза, имел доступ к качественной медицинской помощи. Напряженная, однако плодотворная совместная работа дала свои плоды. Среди эвакуированных пациентов часть уже вернулась на родину, планируют выйти на работу. 2 пациента были госпитализированы в НИМИЦ, научно-медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Бурденко, со сложными диагнозами. Вот, с такими диагнозами, как гигантская аневризма кавернозного сегмента левой внутренней сонной артерии. Эта пациентка была консультирована в разных клиниках, но только могли соперировать ее в НИИ Бурденко. Она уже выписана, находится в республике. Вчера утром поездом, насколько мне доложили, она вернулась из московской клиники. Состояние ее отличное, никаких болей нет, чувствует себя великолепно. И вторая пациентка с полифактозным стенозом позвоночного канала. Значит, также была проведена высокотехнологическая медицинская операция в НИИ Бурденко. Пациентка также уже выписана, находится на территории Республики Абхазия, чувствует себя очень хорошо. Это первый подобный опыт в истории Минздрава Абхазии. На борту самолета были специалисты, врачи Федерального центра медицины катастроф Российского Минздрава и Министерства по чрезвычайным ситуациям России. Они помогли абхазским пациентам, которые нуждаются в лечении за пределами Родины, добраться до лучших медучреждений российской столицы и получить квалифицированную медицинскую помощь. Стало это возможным благодаря договоренностям абхазского и российского Минздравов.
Еще раз хотел поблагодарить Минздрав Российской Федерации за такую оперативность. Все было сделано в кратчайшие сроки и на высочайшем уровне. Еще раз хочу отметить, что все эти пациенты были на личном контроле Михаила Альбертовича Мурашко, это министр здравоохранения Российской Федерации. И дальше, вы знаете, сегодня у нас продолжается диспансеризация детского населения и дошколят, и школьного возраста детишек. И все вот эти следующие этапы выявления, когда надо будет отправить пациентов на профильные дообследования или на те или иные виды оперативного вмешательства. Эти вопросы находятся на контроле у министра здравоохранения Михаила Альбертовича Мурашко, и мы в этом направлении плотно взаимодействуем. Следует отметить, что в полете пациентов сопровождал специалист психологической помощи. Самолет оснащен необходимым оборудованием для транспортировки пациентов, в том числе и тяжелобольных. Специальные медицинские модули, аппараты искусственного дыхания и кардиомониторы позволяют оказывать медицинскую помощь и следить за состоянием пациентов в полете. Все мероприятия были проведены именно в рамках того алгоритма, который был задан здесь. Михаил Альбертович после консультации сложных пациентов в республиканской больнице дал поручение, чтобы борт прилетел. И потом мы еще и детишек туда, которых после диспансеризации сложных пациентов, и те пациенты, которые стояли на очереди и ждали, когда федеральные центры подтвердят, чтобы они приехали на эти сложные виды оперативных вмешательств, эти вопросы были оперативно закрыты. Полет прошел без осложнений. В столичном аэропорту их встретили кареты скорой помощи Центра медицины катастроф России. Эдуард Бутб отметил, что взаимодействие между Минздравами Абхазии и России будет только наращиваться. Шазина Ханагуа, Ахра Амичба, Абхазское телевидение.